ыргун булдыр туссен. Эбе шубашкарда пурнадып. Шубашкар пиде хитре хула. Вол ман шутпа. Таза, лобка, тада пиде хотла. Кунда интересли выран нумай, тесле хрень. Херли тюрем, чеваш инер музея, а не палаге, трактор палаге, кюльмек, манан юратна выран, адал херли ураме. Ну что, давайте разбирать, что я сказал. Итак, первое, что я сделал, я вас поприветствовал. Я сказал «Ирагун пулдар». «Ирагун пулдар» мы, в принципе, разбирали, что это такое. «Ира» – добрый, «кун» – день, «пулдар» – да будет. Вообще надо сказать, что слово «пулдар» очень важное слово, если мы хотим кому-то что-то пожелать в чувашском языке. Например, «Абаджа тутла пулдар» – приятного аппетита. Дословно «Абаджа» – еда, «тутла» – вкусный, вкусная, «пулдар» – да будет вкусная еда. Или, например, «Мунджи тутла пулдар». Мунджа – это баня, тутла – вкусный, пулдар – да будет. Или, например, «Телейле щу пулдар». Телейле – счастливый, щу – дорога, пулдар – да будет. Вот так вот можно чего-нибудь кому-нибудь желать. Или, конечно же, не могу не сказать слово «щапла пулдар». Да будет так. Да будет так. Что очень часто говорят чуваши, когда начинают какое-то дело или соглашаются с чем-нибудь. Итак, идем дальше. Затем я сказал «Эбе шубашкарда пурнадап». В прошлый раз мы когда мы говорили, откуда мы родом, мы говорили «Эбе шубашкардам». Сейчас мы говорим, где мы живем. Я говорю «Эбе шубашкарда». В Чебоксарах пурнадап живу. «Эбе шубашкарда пурнадап». Окончание у нас поменялось вместо шубашкарданна на шубашкарда, что значит в Чебоксарах. Шубашкардан из Чебоксар, Шубашкарда в Чебоксарах. Небольшая разница, в конце «н» исчезает. И получается так называемый местный падеж. Итак, «Эбе шубашкарда пурнадап». Шубашкар пиде хитре хула. Пиде хитре хула, мне кажется, вы уже знаете, что это значит. Пиде очень, хитре красивый, хула город. Шубашкар, пиде хитре хула. Дальше. Вол маншутпа, таза, лобка, тогда пиде хотла. Вол, он, в частности город, маншутпа, по моему мнению, таза, чистый, таза, лобка, спокойный, тихий. Тогда пиди хотла. Хотла уютный, комфортный. Пиди хотла очень уютный, очень комфортный. Следующая фраза. Кунда интересно выран нумай. Кунда здесь, или иногда это означает сюда. Интересля. Интересных, интересный. Выран. Место нумай. Здесь много интересных мест. На самом деле в русском языке мы используем множественное число. Кунда. Здесь много интересных мест. А вот в чувашском языке достаточно сказать кунда интересля, интересных, выран, место, нумай. Здесь интересного места много. Почему это так? Да, потому что у нас есть показатель множественности или определенного количества. Нумай. Нумай выран, много мест. Нумай щин. Нумай, что там еще может быть? Ну, любой нумай может быть, да? Итак, дальше. Следующее слово было теслехрень. Например, к примеру,
действительно слово очень смешное, потому что легко его запомнить по методу ассоциации. Например, теслях – хрень. Вот так вот иногда звучит, кажется, неблагозвучно на слух русскоязычного, например, человека. Ну, языки, к сожалению, и иногда, может, тем самым и помогает нам запомнить эти слова. По-чувашски это звучит очень даже прилично. К примеру, например, теслях рень. Теслях рень. И я перечислял те места, которые, понятно же, на мой взгляд, интересны в Чебоксарах. Во-первых, Херля Тюрем. Красная площадь. Херля – красный, Тюрем – площадь. Вообще, надо сказать несколько слов о слове тюрем. Тюрем – это новое слово или неологизм. И изначально тюрем обозначало равнину, ну или какую-нибудь гладь. В современной интерпретации это стало обозначать площадь. Опять же, надо сказать, что еще есть другое конкурирующее слово для слова тюрем – лабам. Вот. Но, на мой взгляд, тюрем, кажется, это, наверное, на мой взгляд, тюрем это что-то такое большое, а лабам немножечко поменьше. Ну, хорошо. Идем дальше. Дальше я сказал Чуваш Юнер музея. Юнер. Чувашский. Юнер – это искусство, ну, в данном контексте это художество. Музей. Опять у нас появилось вот это непонятное «э». В общем-то, мы опять говорим об изофете. И об изофете или о категории принадлежности я бы хотел сказать несколько больше слов, потому что явление достаточно незнакомое для тех, кто не учил тюркские языки. Итак, у нас получается, когда встречается два существительных, одно становится главным, второе зависимым, и получается между ними происходит распределение или должностей, скажем, да. Вот, один ведущий, другой ведомый, если хотите. Так вот, в данном случае, как на слове чуваш-чельи, мы разбирали чуваш-чуваши, челье – язык, чуваш-чельи – чуваши – язык их, то есть язык чувашей, чувашский язык. В данном случае чуваш юнер музея, это получается чувашский, юнер это искусство, музей, то есть музей искусств. Или чаще всего говорят, что это переводят как художественный музей. Да, тут можно, конечно, немножко поспорить, но в принципе, мне кажется, очень даже подходящий перевод и соответствует тому, что мы находим там. И вот здесь это как раз показатель этого изофета. Юнер музея, получается, искусство, и один из музеев вообще искусства как такового вот здесь у нас есть. Вот он чувашский, в частности. Вот так работает примерно изофет. Поэтому я предлагаю особо обращать внимание на изофет. Он очень важен. Он действительно очень важен, им активно пользуются в чувашском языке. И давайте еще возьмем другие примеры. Потом у нас было «анне палаге». «Анне» – мама, «палак» – памятник, «анне палаге» – памятник матери. То есть «анне», вот есть понятие матери, оно главное, и вот у нее есть один из ее памятников, наверное, не только один памятник, а вот палаге. Получается мама, памятник ее. Вот если дословно мы попытаемся разобрать, что это такое, получается вот такое. Надо сказать, что есть два окончания или показателя изофета. Первый показатель это «и», чуваш, чельи. Здесь речь идет о том, что слово оканчивается на гласную, и тогда гласная превращается в «и». Челье, чельи. Если же слово оканчивается на согласную, то получается у нас окончание «э». Например, Иванов – Ураме, улица Иванова. Или, например, трактор – музее. Музей, трактор, музей трактора.
И, ну, наверное, все по изофету, да? И последнее слово, которое я еще назвал, кюльмек. Это тоже относительно новое слово, хотя это устаревшее слово, которое пытается вернуть в обиход. Кюльмек – это залив. Залив, ну, чем-то напоминает слово кюля. Кюля – это по-чувашски озеро. Но чтобы дать какие-то ассоциации для запоминания, Ысык-Кюль, да, вот озеро в Киргизии, с тем же значением Кюль, это тоже озеро. Еще другая, более такая глобальная ассоциация, это Байкал, с тюркского языка, богатое озеро, да, бай, богатый, кал, озеро, ну вот уже опять же в соответствии с гармонией гласных и языки немножко другие, да, по-чувашски бы это было бы Пуян-Кюля. Пуян-Кюль, если хотите. Ну что, идем дальше. Так, дальше я сказал, манам юратна выран, мое любимое место, манам юратна выран, адал херри уране. Манам, мое, юратна, любимое, выран, место, адал херри уране. Адал – это у нас Волга. Вообще надо сказать, что Волга в чувашских образах, в чувашской мифологии – это мужское такое начало, да, это мужчина, это богатырь, в отличие от русского, да, где Волга – это все-таки матушка, это женщина. Херри, хере – это значит край. Ну, в данном контексте это берег. Херри, Адал-Херри – это берег Волги получается. Адал-Херри. Если кто-то знает уже немножечко чувашский язык, ну, наверное, слышал слово хер и хере. Это разные слова. Хер – это девушка, хере – это край. Адал-Херри – берег Волги, край Волги. Ураме – это значит улица края Волги, если хотите. Вот по-русски мы, конечно, говорим набережная Волги. Набережная Волги. Вот сегодняшний урок. Сыва пулар, тепре тель пулычей. Да, следующих встреч. Тепре, следующий, тель, как бы, тель-пул, да, мы знаем встречи, тель-пулычей, до встречи, до следующей встречи. Сыва пулар.